Здравствуйте, меня зовут Бахчан Копаев, и мы продолжаем нашу передачу одним кадром. Да? Мы сейчас находимся возле стратегического объекта теплоэлектроэнергоцентрала 3, ТЭЦ-3, города Шымкента. За моей спиной. Поближе мы не можем подойти, потому что это стратегический объект, снимать его не дадут. Но тем не менее, я бы хотел сегодня на фоне этого объекта дать маленькую новость вам. Значит, в чем заключается? Это тот факт, что хозяином этого объекта является миллиардер Машкевич. Этот теплоэлектроцентрал ТЭЦ-3 обеспечивает теплом наш город Шымкент. Большую его часть, где есть жилые дома, микрорайоны и тому подобное. В советское время были проложены эти огромные трассы в город. И, естественно, ТЭЦ-3, заменив ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, взял всю эту функцию себе. Тем более тогда, когда уже останавливался фосфорный завод, свинцовый завод, был изначально построен для промышленной зоны. В этой промышленной зоне когда-то работали около 50 тысяч человек. Здесь было столько заводов, фабрик вокруг всего. Но, тем не менее, сейчас работает малая долька, его 1%, по-моему. Остальное все разрушено. Вы знаете, фосфорный завод исчез. А шинный завод превратился ну как коммерческие склады и производственные цеха. Так, не уходим от темы. Значит, что я хотел сказать. ТЭЦ-3, кроме производства тепла, в зимний период производит еще и электроэнергию. Насколько мне известно, где около 80 мегаватт электроэнергии производит этот ТЭЦ-3. От ТЭЦ-3 до города подать рукой примерно где-то 3 километра. Но в течение долгого времени, с тех пор, как Машкевич взял этот объект, ТЭЦ-3 не может вот эту вот побочную производимую электроэнергию предоставить горожанам Шымкента. Всей нашей электросетью, энергетической сетью, газ, свет, насколько нам известно, владеет Идрисов господин, да, тоже мультимиллионер Идрисов, долларовый. И оба господа из списка Forbes. Но мы знаем, в прошлом году была большая рубка за этот ТЭЦ-3. Идрисов делал большие проблемы, предоставлял там в виде долга за газ и тому подобное. То есть мы так поняли, что он хотел забрать этот ТЭЦ-3, но Машкевич не давал. В принципе, для нас, для горожан, какая разница, два миллиардера рубят друг друга, от этого мы бы могли только наслаждаться этим шоу. Но, почему я был тогда еще на стороне ТЭЦ-3? ТЭЦ-3 все время спрашивала, потому что доля акций была у города Шымкента, акимата, ТЭЦ-3 все время спрашивала разрешение на 3 километра электролинии, чтобы в зимний период предоставлять нашим горожанам электроэнергию. Вдумайтесь в это. За 1 киловатт по 5, по 6 тенге. Но наш акимат, например, энергетические транспортирующие компании не дали разрешения. И поэтому ТЭЦ-3 где-то 80 мегаватт просто сжигали. И эту электроэнергию не предоставляли городам. Вместо этого, конечно, электроэнергию очень дорого нам господин Идрисов продает до сегодняшнего дня. Насколько недавно депутатский состав делали публикацию такую огроменную, да, что сравнивали цену за газ Москвой и Шымкентом, говорили, что у нас цена одинаковая. Депутат, конечно, не владел ситуацией. В самом деле Москва — это самый богатый регион России. Шымкент, наша Южно-Казахстанская область, самый нищий регион Казахстана. И цены действительно одинаковые, даже порой в Москве дешевле, чем в Шымкенте. Если взять цену на газ жилого дома и в Москве жилой дом, частного подворья, где отапливают, конечно, в Москве это составляет на 30% дешевле, чем в Шымкенте. Электроэнергия то же самое, газ то же самое. И вот вода скоро, с 1 июня, в Шымкенте будет вода 120 тенге, сегодня 89, да, по-моему. Закуп будет 120 тенге. Когда будет вода 120 тенге, и вода у нас будет дороже, чем в Москве закуп. То есть самый бедный район Казахстана будет платить коммунальные платежи дороже, чем самый богатый район, город России. Теперь по ТЭЦ-3. Почему бы на акимату, почему бы этим другим бизнесменам, которые имеют монопольное право, не дать разрешение ТЭЦ-3 продлить
линию до Шымкента и получать шымкентцам хотя бы в зимнее время электроэнергию чуть ли не в 10 раз дешевле, чем может быть в этой зимой. Электроэнергия на сегодняшний день, вы знаете, да, поднялась почти 2-2,5 раза. По электроэнергии у нас в Шымкенте идут такие махинации, которых волосы дыбом стоят. Считают и на количество людей, хотя счетчик работает, и на оформление документов, и на все остальное. Электроэнергия, это же четко считается. Электричество ты получаешь, ты за это платишь. Нет, оказывается, надо количество людей еще считать, да, оформление документов и тому подобное, и тому подобное. Машкевич, в отличие от Идрисова, просил просто подключить, и он готов был по 5, по 6, максимум по 7 тенге предоставлять электроэнергию. Тогда было бы у нас электричество самое дешевое во всем мире. Но нет, посредники должны наживаться. Зачем транспортировать с ТЭЦ-2 Павлодара электроэнергию сюда, в Шымкент, и продавать шымкентцам, когда Шымкент сами производит электроэнергию? Меня это сильно возмущает. И, конечно, раз мы сняли по ТЭЦ-3, хотел бы маленькую ремарку сделать и маленькую предысторию, как у Машкевича пытались отобрать этот бизнес. Мне, честно сказать, без разницы, кто из них кого там рубит, но те долговые ямы, в которые загоняли Машкевича и ТЭЦ-3, да, это было все сделано для того, чтобы отобрать этот. Кто-то хотел очень сильно отобрать, вы знаете, кто это. Я уже говорил и не скрываю. Но, тем не менее, Машкевич выстоял, показал, что он сильная фигура. И сейчас, выкупив, насколько нам известно, все доли акимата города Шымкента, сейчас он стал стопроцентным владельцем этого ТЭЦ-3. Этот ТЭЦ-3 на сегодняшний день стоит несколько сот миллиардов тенге стоимостью. Конечно, он был куплен за цену одной хорошей, очень хорошей, дорогой машины, когда приватизировали. Ну, это дикие 90-е. В те времена действительно в Шымкенте уходили за копейки объекты миллиардные. Вон нефтеперегонный завод несколько миллиардов долларов стоит сейчас, а когда-то Хажигель его купил всего за 700 миллионов долларов, и то в долг, а потом, продав маленькую долю, закрыл все и еще наварился миллиардами долларов дохода. Вот так вот проходили. И поэтому, ребята, я хочу сказать, почему это все я говорю вам. Мы должны настаивать, уважаемые шымкентцы, чтобы ТЭЦ-3 нам продавал дешевую электроэнергию. Зачем нам покупать несколько раз дороже электроэнергию, когда мы можем купить намного дешевле? Спасибо.